Сотрудники ингушского филиала МРСК Северного Кавказа вышли в очередной рейд. Основной целью является выявление фактов незаконного подключения к линиям электропередач. Стоит отметить, что только за один день электриками было выявлено свыше 5 нарушений. А что грозит недобросовестным потребителям, знает Мадина Хадзеева. С начала текущего года правила расчета объема электроэнергии, потребленной с нарушением действующего законодательства, в отношении потребителей значительно ужесточилось. На сегодняшний день одними из самых распространенных методов хищения электроэнергии остаются умышленная порча приборов учета, установка скрытой проводки и самовольное подключение к линиям воздушной электропередачи. Теперь, если установлен факт вмешательства в работу прибора учета, стоимость похищенного рассчитывается на основании утвержденного региональными органами власти норматива с применением повышающего коэффициента, а период расчета может достичь до 3 месяцев. Фактов хищения по Назрани много? Очень много. Очень много. Даже вот этот переулок, вы же видите, какой маленький переулок, и тут в каждом доме вот хищение. Есть трехфазные провода еще, которые вот подключаются люди только так. Это тоже левые воды, как бы к счетчику они их не подключают никак. В ходе таких рейдовых мероприятий энергетики часто сталкиваются с тем, что в прямом смысле слова не могут достучаться до абонентов. Но у тех, которые все же пошли на контакт, есть свое объяснение по фактам нарушения. Вы знали, что у вас есть незаконное подключение? Я не знала. 2013 году мы зашли сюда. А вот если вы знали бы, вы устранили бы? Конечно, устранили бы. Она деверь это купила, это жилище. Я не знаю. Бездоговорное потребление электроэнергии часто становится причиной повышения максимально допустимой нагрузки на линии электропередачи и трансформаторные подстанции, что приводит к падению напряжения в сети, снижению качества и надежности электроснабжения, что чревато серьезными последствиями. Хищение электроэнергии провоцирует неисправность электрооборудования, увеличивает вероятность выхода из строя бытовых приборов, может привести к возгоранию, травмированию и даже гибели людей. У нас и не горит на это столбу. Да. Вообще она не горела у нас. Один раз включили его, и он потух, и больше она у нас не горела. А вот кто вам устанавливал там свет? Откуда мы знаем, кого привезли, не знаю. Ну вы приглашали специалистов, да? Я не приглашала, никого не приглашали. Пришли работники какие-то, проклали и ушли. В отношении тех, кто нарушает условия потребления, предусмотрены меры наказания. Ну а если дело все же дойдет до суда, то помимо расходов за электроэнергию, абонентам придется возмещать еще и судебные издержки. Мадина Хадзеева, Наиб Чечоев, Ахмед Исмурзиев, Вести Ингушетия.